Татарский язык. Существуют тюркские языки, среди них можно выделить кыпчакскую группу. Два языка кыпчакской группы, башкирский и татарский, образуют поволжско-кыпчакскую подгруппу. Согласно переписи населения России 2010 года, число владеющих татарским языком равно 4 миллионам 280 тысячам, тогда как оценки общего числа носителей во всем мире доходят до 5,5 миллионов. В России этот язык занимает второе место по распространенности. В Республике Татарстан живет лишь чуть больше трети от общего числа носителей татарского в России. Однако, если к ним прибавить еще и татароязычное население Башкортостана, то будет уже почти 2/3. Так что в Башкирии не только башкиры да русские живут, так-то. А татары и в Татарстане, и в Башкирии, и во многих других уголках земли бывают очень разные. На первый взгляд все кажется очень простым. Есть западный, средний и восточный диалекты. Но, например, в случае сибирско-татарского непонятно, диалект это язык или даже несколько языков. Там еще огромный простор для исследования. Также есть мишари, которых когда-то называли мещеряками, и название которых подозрительно похоже на название древнего финно-угорского племени Мещера. Они говорят на западном диалекте татарского, но они живут отнюдь не строго к западу от казанских татар, а практически повсюду. Они просто расселялись вдоль границ русского государства по мере его расширения и в итоге добрались даже до Финляндии. Ну и еще есть кряшины, имя которых напоминает русское слово крещеные, которые действительно являются крещенными. А среди них выделяются нагайбаки, живущие в Челябинской области, а еще надо отметить тептерей, живущих в Башкортостане, а также татаро-астраханских, касимовских, пермских, чепецких. Вот как все пестро. Пора уже наконец разобраться, что привело к такому положению дел. История. Все началось на берегах реки Халхингол на востоке современной Монголии. Там с давних времен и жило монгольское племя татар. Нет, стоп, это не те татары. Китайцы так начинают называть монголов чуть ли не с 5 века нашей эры, а в 11 веке упомянутое ранее племя становится настолько сильным, что так уже называют вообще всех монголов. Потом Чингисхан приказал их уничтожить, но имя-то уже закрепилось. Затем монгольские кочевники решили, что круто было бы отправиться в Европу. Европейцы решили, что это вообще не круто. Татарами стали называть всех набежавших, без разделения на тюрков и монголов. Более того, оказалось, что в древнегреческой мифологии под царством Аида находится бездна под названием Тартар. Это не может быть просто совпадением. Именно поэтому, если вы возьмете какую-нибудь старинную карту Азии, то в тех краях, где находятся бескрайние степи, вы скорее всего увидите надпись «Тартария». В то же время в русском языке долгое время существовала тенденция называть татарами всех живших на территории российского государства тюрков. Не азербайджанцы, а закавказские татары. Не карачаевцы и балкарцы, а горские татары. И не алтайцы, а алтайские татары. В наши дни слово «татары» используется лишь в русских названиях одного из тюркских народов Крыма, одного из тюркских народов Сибири и, собственно, одного из тюркских народов Поволжья. Правда, есть еще хакасы, которых в русском языке уже не называют татарами, но зато они называют татарами сами себя. Волжские татары тоже называют сами себя преимущественно татарлар, но до 19 века это было далеко не единственное и далеко не основное самоназвание. Откуда же тогда лучше начать рассказ о тех татарах, которых мы сейчас называем татарами? Видимо, нам надо отправиться не на восток Монголии, а в какое-нибудь другое место. Допустим, в село Малое Перещепино Полтавской области Украины. В 1912 году там нашли клад, и содержимое клада указывает на то, что, возможно, именно тут был похоронен хан Кубрат. В VII веке нашей эры этот человек объединил несколько тюркских племен на территории Северного Причерноморья и Приазовья. Это были одни из первых тюркских племен, оказавшихся в Европе. Их называли булгарами, а их союз принято называть Великой Болгарией. Так вот, перед смертью Кубрат сказал своим сыновьям не разделяться, ведь вокруг много врагов, и чтобы всех их победить, надо обязательно держаться вместе. Но сыновья решили разделиться, а их было 5. Нет, один Бадбаян, конечно, остался, но Кубер ушел в Македонию, Альцек на Апеннины, Аспарух повел часть булгар к устью Дуная, где он основал первое болгарское царство, потом на этой территории булгары, славяне и фракийцы смешаются, и появится народ с тюркскими названиями и славянским языком. В то же время еще один сын Кубрата, которого звали Котрак, повел часть булгар на северо-восток, в Среднее Поволжье, где тогда жили финно-угры, и именно там впоследствии возникло государство Волжская Булгария, про которое что-то было в российских учебниках истории, припоминаете, да? Еще в учебниках было что-то про половцев, которые часто набегали на Русь, а русские князья в ответ ходили в походы против них. Кто это такие вообще? Что им надо было? Во-первых, к началу 13 века они заселили территорию от устья Дуная до дальше, еще дальше, до Иртыша. Во-вторых, они называют себя кыпчаками и говорят на кыпчакском языке тюркской группы. В Волжской Булгарии с языковой ситуацией все менее понятно. Там точно есть булгарский язык, который очень давно отделился от всех остальных тюркских. А вот насколько велико было влияние кыпчакских элементов до монгольского нашествия?
Тут миллион мнений, и вопрос очень сильно политизирован. Одни считают, что булгары, кыпчаки и финно-угры смешались в один кыпчакоязычный народ еще до монгольского нашествия, и что булгарский компонент в процессе перемешивания был основным. Другие считают, что это все произошло уже во времена Золотой Орды, когда кыпчакский стал языком межнационального общения между тюркскими народами, проживавшими на ордынских землях, и булгары в этом деле особой роли не играли. Вторая версия подвергалась жесткой критике в советское время, а то получалось, что люди начинали говорить о Золотой Орде так, как будто это что-то хорошее. А в конце 20 века начали появляться другие версии происхождения татар, согласно которым получалось, что доля истины есть и в первой, и во второй версии, но на самом деле все сложно. У правителей русского государства в XVI веке стремительно рассеивался туман войны над картой мира. Все то, что когда-то брали монголы, продвигаясь на запад, теперь брали русские, продвигаясь на восток. Та картина расселения тюркских народов, которую можно было увидеть в те времена в Среднем Поволжье и Придурале, до сего момента претерпела мало изменений. Чуваши, которые, возможно, в большей или меньшей степени являются потомками не принявших ислам булгар, сейчас либо остаются язычниками, либо исповедуют православие. А язык, на котором они говорят, считается родственным булгарскому, и так как булгары отделились от других тюркских народов довольно рано, то и чувашский язык отличается от всех остальных тюркских очень заметно. Татары, которые, возможно, в большей или меньшей степени являются потомками принявших ислам булгар, говорят на языке, который очень похож на язык восточных соседей – башкир. Более того, до 19 века татары и башкиры использовали общий литературный язык, который называют поволжским тюрки или старотатарским, иногда еще его называют старобашкирским. И где-то мы уже видели что-то очень похожее. В 20 веке пришло время многочисленных реформ алфавита. До 1920 года татары использовали алфавит на основе арабской графики, а после другой алфавит, но тоже на основе арабской графики, зато более простой и точный. Но это продолжалось недолго, потому что по программе латинизации советская власть начала массово переводить языки народных масс на латинскую графику. Процесс был настолько массовым, что сразу несколько народов Советского Союза должны были перейти на новый тюркский алфавит, в просторечии Янгалиф. Переход произошел в 1927 году, но уже в конце 30-х набрала обороты кириллизация, тоже, естественно, массовая. В 1939 году был принят татарский кириллический алфавит, который должен был стать обязательным для всех татар. Несмотря на это, знаменитый татарский поэт Муса Джалиль, будучи в немецком плену, писал свои стихотворения, используя либо янгалиф, либо арабское письмо. Кириллицу он не использовал. В то же время кряшины, а мы помним, что это татары, исповедующие православие, аж с середины 19 века используют кириллицу, правда, совсем другую. В 1999 году в Татарстане вновь заговорили о возможности перехода на латиницу. Не янгалиф, а другую, новую. Но в 2002 году Государственная Дума Российской Федерации запретила официальное использование для государственных языков Республик Федерации каких-либо других систем письма, кроме кириллической. Хорошо, сказали татары, и создали еще один алфавит на основе латиницы, но только исключительно для целей транслитерации. При этом по закону об использовании татарского языка как государственного языка Республики Татарстан официальные заявления в государственные структуры можно писать хоть кириллицей, хоть латиницей, хоть даже арабским письмом. Сейчас, в 2018 году, мы видим, что татарский язык находится в довольно любопытном состоянии. Есть и беспокойство из-за того, что недавно татарский язык был исключен из числа обязательных предметов в школах Татарстана. Но есть и любопытство, связанное с процессом перехода родственного татарскому казахского языка на латиницу. Так что впереди еще очень много интересных событий. Фонетика и орфография. Хоть в татарском алфавите всего на 6 букв больше, чем в русском, непривычных звуков тут оказывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Прежде всего, «а» в первом слоге слова обычно звучит ближе к «о» – «бола». Иногда это явление может распространиться не только на первый слог, как в слове «балаларга», но это пока еще не так сложно, есть вызов похлеще – краткие гласные. Их 4, и особое внимание мы сейчас обратим на вот этого персонажа. Это не «ы», а «э», прямо как в китайском или эстонском. Это что, надо еще сначала один из этих языков освоить, а уж потом браться за татарский? Нет, есть путь проще. Произнесите слово «облако», сосредоточьтесь на том, каков был первый звук. Это был звук «о». Теперь произнесите тот же звук, но только без вытягивания губ в трубочку и очень кратко. Больше ничего не меняйте. Отлично, теперь вы умеете произносить звук «э». Еще одной особенностью татарского, а также башкирского языка является сдвиг гласных. В большинстве тюркских говорят «көз» или «гёз», а в татарском будет «кюз». С другой стороны, в большинстве тюркских «тюн» или «дюн», тогда как в татарском «тюн», как будто эти гласные просто поменяли местами. Пройдемся по согласным. Это «х» как в слове «хам», это «н» как в слове «сон», это «ж» как в слове «жир. Не путать, это не «в», а «в», «вокыт», а это не «ч», а «щ», «ищин». Довольно хитро обстоят дела с вот этими буквами. В окружении гласных переднего ряда они произносятся как «к» и «г», «эгер», «кз», а вот в окружении гласных заднего ряда появляются звуки «к» и «р», «кызыл», «косыр».
В тюркских словах с этим нет никаких проблем, потому что в них действует закон гармонии гласных, запрещающий нахождение гласных разных рядов в одном слове, а вот в заимствованиях могут возникнуть сложности. Вот, например, слово «сагат» арабского происхождения, записанное татарской латиницей и башкирским алфавитом. В башкирском оно произносится точно так же, как и в татарском. В обеих системах письма для звуков «г» и «г» используются две разные буквы. Теперь посмотрим, что происходит в татарской кириллице. После буквы «г» идет «а», которая указывает на то, что буква «г» читается как «г», а не как «г», но при этом «а» читается как «э», и чтобы это было ясно, после следующей согласной буквы стоит мягкий знак. При этом данный мягкий знак не означает, что вместо «т» надо читать «т», он лишь указывает, что «а» должно читаться как «э». Анлашламы? Грамматика. Если вы начинаете искать какой-нибудь татарский глагол в разных словарях, то вы можете наткнуться на форму с двумя совершенно разными окончаниями. В чем же разница? Посмотрим на примере глагола «писать». Первая форма «язарга» буквально переводится как «писать», но по ней нельзя однозначно определить основу глагола, ведь основа может заканчиваться как на согласной, так и на гласной. Вторая форма – это имя действия. «Язу» переводится как «писание», и по ней основу глагола определить очень легко, достаточно просто отбросить однобуквенное окончание. После этого любой глагол очень просто и быстро можно проспрягать в определенном будущем, настоящем и двух прошедших временах. И тут не будет вообще никаких исключений на зависть всем тем, кто учит языки индоевропейской семьи. В неопределенном будущем времени, конечно, будет немного беспорядка, но это вполне терпимо. Заметьте, что в будущем и в прошедшем есть разные формы в зависимости от определенности. Сравним сначала два будущих. Я завтра пойду в кино, но я еще не уверен. Я подумаю, может тебе одному придется этот фильм смотреть и потом мне сюжет пересказывать. Я завтра пойду в кино, 100%, абсолютно точно, даже если показ отменят, я все равно приду. А теперь посмотрим на два прошедших времени. Вчера он ходил в кино, но это не точно, я сам не видел, мне какие-то другие люди об этом сказали. Вчера он ходил в кино, и это верно, потому что я так сказал. Я сам это видел, своими глазами. Ты же мне веришь, да? Еще одной прекрасной особенностью татарского языка является распространенность конструкций со вспомогательными глаголами. Причем глагол, играющий роль вспомогательного, может поменять свое значение, находясь в этой роли. Например, у нас есть глагол «эйтерге» — говорить, и глагол «язарга» — писать. Поставим первый глагол в форму настоящего времени, а второй в форму прошедшего, и получится «это язды», что немного неожиданно переводится как «он чуть не сказал». Кто бы мог такое предположить? Лексика. Влияние арабского языка довольно сильно заметно в татарской лексике, но слов, пришедших из русского языка, тоже немало, хотя они нередко подвергаются хитрой фонетической обработке. Так и произошло, например, со словами «эстель», «брюне», «эшлепе» и «эскемье». Татарский язык продолжает жить удивительной и насыщенной жизнью, взаимодействуя с другими языками и приобретая новые краски в речи каждого из его носителей. И сейчас прямо на наших глазах пишутся новые яркие страницы его истории, так что внимательно следите за судьбой татарского. И, конечно же, учите татарский. Татар телен, Ренегис.